Вкладчики кредитно-производственной компании «Рост» чуть приблизились к возможности получить хоть часть вложенных ими сумм. Расследование уголовного дела в отношении 7 организаторов фирмы завершено. Обвинительное заключение подписано прокуратурой. Напомним, дело было возбуждено в феврале 2015 года после многочисленных заявлений обманутых вкладчиков по всей стране. Следователи установили, что эта компания не что иное, как одна из крупнейших в стране финансовых пирамид, выплачивающая проценты вкладчикам из средств, которые приносили новые клиенты. Рамиль Шайдуллин о мошенничестве в масштабах страны. Больше 3,5 тысяч обманутых вкладчиков, около 1,5 миллиарда рублей ущерба. Свою деятельность «Рост» развернул в 23 регионах страны. Люди вкладывали сотни тысяч рублей, иногда отдавая все, что было, завлеченные обещаниями высоких процентных ставок. И сначала действительно получали выплаты. По предварительным данным, руководители общества в период с декабря 2013 года до момента задержания привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, в то время как выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Через год после начала деятельности, с конца 2014-го, вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющие соответствующих активов. Затем выплаты в регионах страны прекратились. В Казани, где был главный офис, деньги еще выдавали. Потом прекратили и здесь. Ежемесячно, 12 месяцев ежемесячно должны быть выплаты процентов. Сколько процентов? Выплаты процентов. У меня 18% ежемесячно. Но проблем не было. Большая сумма вложенная вами? Ну, вложенные вот с учетом процентных ставок 693 тысячи. Должно быть. Следователи также установили, что организаторы от имени другой фирмы похитили больше 60 миллионов рублей у клиентов, желающих перевести землю в категорию для строительства частных домов. На эти деньги, уверены следователи, покупали недвижимость и автомобили премиум-класса. И помимо уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении подозреваемых было возбуждено еще 2 за организацию преступного сообщества и легализацию доходов, полученных преступным путем. Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 15 земельных участков, 4 нежилые помещения, 3 квартиры, садовый дом, жилое строение и 7 автомобилей премиум-класса. Что делать с изъятыми ценностями, будет решать уже суд после вынесения вердикта. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд. Рамиль Шайдуллин, вызов 112.